Что так отдаляет вас от Аллаха? Что заставляет вас забыть о вашем Аллахе? Я хочу спросить у вас кое-что. Аллах подвел вас хотя бы однажды? Хотя бы однажды Аллах подвел вас? В Коране всемогущий великий Аллах говорит, о люди, Всевышний Пречистый Аллах говорит, о люди, что заставляет вас отвернуться от меня? Что уводит тебя прочь от твоего Аллаха? Аллах говорит, о мой раб, в Коране. Неужели не прошло время, когда вас не существовало? Он сказал, когда человек был безвестен, ваше имя не упоминали. Было время, когда вы даже не существовали. Аллах сказал, я создал вас. Я один, я создал вас из капли спермы. Сегодня люди ходят, глядя на других свысока. Они думают, они особенные, они так думают. Брат, ты забыл, откуда ты вышел? Аллах создал тебя из капли спермы. Не обманывайся тем, что у тебя, маша Аллах, есть деньги в кармане. Или, к примеру, ты водишь красивую машину. Аллах сказал, я создал вас из капли спермы, вы начинались как зародыш. Вы начались с зародыша. Да, мои братья, для тех, у кого гордыня и высокомерие в сердцах. Для тех, кто думает, что Аллах должен ему что-то. Для тех, кто говорит, что у него нет времени на Аллаха. Брат мой, было время, ты был ничем, затем из ничего ты стал каплей спермы. Прошу прощения за язык, но если я не могу говорить правду, зачем меня слушать? Чтобы развлечь вас? Вы были каплей спермы. Будь она на полу, бросая вызов любому, вы бы не подняли даже за деньги. Вы были этим, нравится вам или нет. Шейхуль-Ислям Ибн Таймия сказал, удивительно, 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 как может тот, кто прошел через отверстие для мочи дважды. Вы прошли через отверстие для мочи не однажды, дважды. Он сказал, как этот человек может иметь гордыню в сердце? Аллах сказал, я создал вас из капли спермы, в 3 слоях мрака, в женщине, в животе вашей матери. Я создал вас, я придал вам облик, я укрепил вас. Где была ваша семья тогда? Где были ваши деньги тогда? Где была ваша машина тогда? Где была ваша подружка тогда? Где был ваш Facebook тогда? Когда я создал вас, вы были ничем. Где были эти вещи, которые отдаляют тебя от меня? Эти вещи, которые отдаляют тебя от меня. Где они были тогда? 9 месяцев в утробе твоей матери. Я питал тебя. Без денег, без фабрик, без ученых, без компаний, без ничего. Я обеспечивал тебя 9 месяцев. 9 месяцев в утробе твоей матери. Кто научил тебя плавать в воде? Кто? Какая школа? Кто научил тебя плавать в воде 9 месяцев? Аллах! И потом после 9 месяцев для тебя Аллах сделал невозможное возможным. Аллах сделал невозможное возможным, чтобы ты пришел в этот мир. В смысле, скажите мне, как что-то вот такое может выйти из такой утробы? Аллах сделал возможным твой приход в этот мир. Ты пришел нагим, босым, необрезанный. У тебя были руки, но ты не мог хватать. У тебя были ноги, но ты не мог ходить. У тебя был рот, но ты не мог есть. Кто смотрел за тобой тогда, а?
Кто питал тебя тогда? В груди твоей матери? До сегодняшнего дня. Со всеми учеными, со всеми знаниями, со всеми разработками, со всеми ресурсами и всеми способностями и деньгами не воспроизвели формулу прекрасного молока, который Аллах поместил в грудь твоей матери, люди до сих пор не смогли. А Аллах поместил это в грудь твоей матери для кого? Кто заплатил за это? Кто просил это? Летом он его охлаждал. Зимой он его согревал для тебя. Кто делал для тебя это? Кто смотрел тебя каждую ночь? Кто поместил милосердие и любовь в сердце человека, чтобы он удовлетворял каждую твою нужду? Твои ноги не ходили, Аллах позволил ходить. Твои руки не могли хватать, Аллах позволил хватать. Твой рот не мог есть, Аллах позволил зубам вырасти. Аллах сказал тебе. Аллах сказал тебе. Каждый удар твоего сердца, на каждый удар твоего сердца, твое сердце просит разрешения у Аллаха. Разве Аллах сказал нет хотя бы раз? Что-то в районе 100 тысяч ударов. Разве Аллах сказал нет хоть раз? Каждый вдох, который ты делаешь, твои легкие просят разрешения у Аллаха. Разве Аллах сказал нет хоть раз? Даже когда ты делаешь харам, даже когда ты совершаешь зина, даже когда ты гневаешь его, даже когда ты отклоняешься, даже когда ты поступаешь неправильно, в ущерб самому себе, вредя самому себе, делая то, чем явно Аллах недоволен, что Аллах сделал явным харамом, даже тогда, когда ты совершаешь харам, твое сердце по-прежнему просит разрешения у Аллаха, и Аллах по-прежнему разрешает.